Откройте для себя 7 социальных навыков, которые пожилые мужчины используют, чтобы завоевать расположение женщин и очаровать их. Эти навыки становятся все более востребованными, поскольку исследования показывают, что женщины, как правило, предпочитают мужчин постарше, обладающих природным и неотразимым обаянием. Если вы пожилой мужчина и думаете отказаться от свиданий, не расстраивайтесь. Это руководство предоставит ценную информацию о мягких навыках, которые могут сделать вас неотразимым для женщин. 7 социальных навыков, которые мы обсудим ниже, гарантированно произведут впечатление и продемонстрируют, как пожилые мужчины могут легко очаровать женщин. Эти методы эффективны независимо от возраста участвующих женщин, поэтому не стесняйтесь их использовать. Стоит отметить, что эти навыки не являются манипулятивными, а скорее основаны на искренности и взаимном уважении. По мере того, как мы становимся старше и приобретаем жизненный опыт, мы развиваем более глубокое понимание невербального общения, используя его для передачи уверенности, защищенности и харизмы. С возрастом мы накапливаем богатый опыт, включая прошлые встречи и отношения, который дает нам мудрость и понимание. Пожилые мужчины, вооруженные этими знаниями, излучают спокойствие и уверенность, что отражается на языке их тела, эффективно передавая потенциальным партнерам свою внутреннюю силу и уверенность в себе. Эти мужчины, осознавая свою накопленную мудрость, вступают в романтические отношения уверенным и искренним образом, сосредотачиваясь на подлинных связях, а не на поверхностности. Овладение языком тела во время свиданий – это не просто проявление интереса или влечения, это создание значимых связей, основанных на взаимопонимании и уважении. Каждый аспект языка тела, от тонких жестов до уверенной позы, отражает внутренний мир человека. Приняв возраст и мудрость, пожилые мужчины выделяются из посредственности и привлекают внимание. Никогда не поздно усовершенствовать этот навык и тем самым оставить неизгладимое впечатление в общении. Со временем жизненный опыт глубоко меняет наше взаимодействие с другими людьми, привнося мудрость и проницательность, которые обогащают эти отношения. Пожилые мужчины на протяжении всей жизни накапливают обширные знания, которые умело используют для решения различных ситуаций. Опираясь на эту мудрость, они используют тонкие стратегии в разговорах, ценя силу активного слушания, а не доминирования в дискуссии. Это создает пространство, где другие чувствуют себя комфортно, выражая свои мысли, создавая атмосферу взаимного уважения и понимания. Кроме того, пожилые мужчины осознают важность расширения прав и возможностей своих партнеров, будь то путем уважения их решений во время свиданий или поощрения их брать на себя инициативу в определенных ситуациях. Такой подход не только способствует равенству в партнерстве, но и позволяет им получить ценную информацию, демонстрируя при этом искренний интерес и приверженность отношениям. Напротив, молодые люди часто монополизируют разговоры, затмевая вклад других. Однако пожилые мужчины превосходно умеют внимательно слушать, совершенствуя свои разговорные навыки для изучения разнообразных тем, представляющих взаимный интерес. Отмечая свои личные достижения, важно понимать, что успех определяется не только возрастом. Хотя молодые люди могут добиться больших успехов, исследования показывают, что богатство имеет тенденцию накапливаться с течением времени, особенно среди тех, кто имеет большой профессиональный опыт. Для пожилых мужчин это богатство представляет собой возможность подарить своим партнерам незабываемые и приносящие удовлетворение впечатления. Однако очень важно подходить к свиданиям деликатно. Вместо того, чтобы выставлять на показ богатство, пожилые мужчины могут проявить изысканность, выбирая эксклюзивные и изысканные места для встреч, например, ужины в известных ресторанах или роскошный отдых. Этот выбор соответствует меняющимся предпочтениям женщин по мере их старения, демонстрируя внимание и заботу. Не полагайтесь исключительно на материальные жесты, чтобы произвести впечатление на партнера. Хотя экстравагантные подарки могут на мгновение ошеломить, они часто не оставляют неизгладимого впечатления. Отдавайте приоритет инвестированию в общий опыт, который соответствует вашим интересам и способствует установлению связей и близости. Таким образом, вы передаете подлинность и строите отношения, основанные на взаимном уважении, понимании и совместимости. Со временем наш подход к решению трудностей и конфликтов становится более зрелым. Возраст приносит более глубокое понимание человеческой динамики, что приводит к более сбалансированной реакции на невзгоды.
Мужчины старшего возраста, пережившие жизненные перипетии, понимают тщетность мелких драм и предпочитают сохранять достойную и сдержанную позу. Этот переход к эмоциональной зрелости отмечен сильным чувством уверенности в себе, которое отличает их от более молодых людей. Они больше не чувствуют необходимости постоянно доказывать себя, демонстрируя спокойную уверенность, вызывающую уважение и восхищение. Ключевым аспектом этой новой уверенности является принятие стоицизма, философии, которая подчеркивает эмоциональную устойчивость и отстраненность от внешних беспокойств. Принимая стоицизм, пожилые мужчины излучают спокойную уверенность, которая естественно привлекательна для женщин. Стоицизм обладает загадочной привлекательностью, которая вызывает интригу и очарование, привлекая любопытных женщин к открытию глубин, скрывающихся за стоическим фасадом. Однако важно культивировать стоицизм подлинным и искренним образом. Притворные стоические качества легко распознаются женской интуицией. Поэтому путь к принятию стоицизма должен быть постепенным и искренним, позволяя этим качествам стать естественной частью подлинного самовыражения. Забота о личной гигиене и поддержание безупречного внешнего вида выходит за рамки тщеславия, отражает приверженность заботе о себе и общему благополучию. Независимо от возраста, инвестиции в свою внешность приносят пользу, выходящую за рамки физической привлекательности. Ухоженный внешний вид демонстрирует дисциплинированность и уважение к себе. Уделяя внимание гигиене и хорошо себя презентуя, вы показываете, что вам не безразлично, как вас воспринимают другие. Такое внимание к деталям создает основу для подлинного взаимодействия, приводящего к значимым связям, выходящим за рамки поверхностных суждений. Инвестируя в свой внешний вид, вы не только зарабатываете комплименты, но и вызываете интересные разговоры и подшучивания, создавая позитивную атмосферу для большего взаимодействия и связи. Однако поддержание желаемого внешнего вида выходит за рамки поверхностных усилий. Это требует приверженности комплексному уходу за собой, включая регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни. Физическая подготовка не только повышает вашу привлекательность, но также повышает жизненный тонус и уверенность в себе, делая вас более привлекательными. Забота о себе – это стоящая инвестиция не только в свидания, но и во все сферы жизни. Умение завершить общение на позитивной ноте – ценный навык, который может произвести сильное впечатление и вызвать любопытство. Пожилые мужчины понимают важность этого окончательного впечатления, осознавая его существенное влияние на то, как их воспринимают женщины. В быстро меняющемся мире, полном драматизма и негатива, сохранение позитивного настроя имеет решающее значение. Многие мужчины поддаются искушению позволить эмоциям контролировать свое поведение, особенно в сложных ситуациях. Однако пожилые мужчины справляются с этими моментами терпеливо и стойко, понимая, что для развития настоящих связей требуется время. Взглянув на долгосрочную перспективу, они демонстрируют эмоциональную зрелость, осознавая, что значимые отношения требуют терпения и усилий для развития. Такое мышление позволяет им изящно преодолевать неопределенности свиданий, независимо от результата. Завершение свидания на позитивной ноте предполагает достижение хрупкого баланса, заинтриговав женщину, одновременно проявив уважение и установив границы. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на физических ожиданиях или спешить на новую встречу, пожилые мужчины выражают привязанность и интерес тонкими способами, закладывая основу для будущих связей. Развитие установки на рост имеет важное значение, особенно для пожилых мужчин. Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, мужчины с таким мышлением сосредотачиваются на росте и совершенствовании ради будущего. Женщин естественным образом привлекают мужчины, которые демонстрируют амбиции и желание совершенствоваться, считая эти качества показателем крепких и длительных отношений. Установка на рост не только приносит пользу человеку, но и укрепляет связь между партнерами, создавая преданные и поддерживающие отношения. Когда пожилые мужчины делятся своими мечтами и целями, это вызывает у женщин интерес, заставляя их вместе с ними смотреть в будущее. Мужчины с установкой на рост также умеют справляться с трудностями и учиться в трудные времена, что привлекательно для женщин, поскольку показывает, что они могут преодолевать трудности с изяществом и решимостью. Этот акцент на личностном росте и развитии создает ощущение командной работы и поддержки в отношениях. Отдавая приоритет самосовершенствованию, пожилые мужчины вдохновляют своих партнеров делать то же самое, создавая партнерство,
в котором они оба стремятся к совершенству. Я надеюсь, что эти советы дали вам ценную и вдохновляющую информацию, которая поможет улучшить ваши социальные навыки и укрепить связи. Помните, истинная сила заключается в подлинности и постоянном росте. Применяя эти навыки, вы не только выделитесь, но и построите более глубокие и значимые отношения. Если эти идеи вам нравятся, обязательно поделитесь своим путешествием в комментариях. Ваш опыт может побудить других следовать по этому пути. А если вы хотите продолжить изучение подобных тем, подпишитесь, чтобы получать больше контента, который поможет вам стать лучшей версией себя. Спасибо, что зашли так далеко. Следующий шаг зависит от вас. Давайте вместе строить настоящие и прочные связи.